эффектно. Всем большой бонжур. Всем привет. Друзья, всем привет, все супер, в эфире телепрограмма «Пропеллер», как много «Р». И наш 432 выпуск. На прошлой неделе состоялись соревнования по ездовым видам спорта на собачьих упряжках с нартами. Это было прекрасно. Собаки должны не только сидеть в четырех стенах, не только сторожить двор, но и испытывать определенные физические нагрузки, заниматься физкультурой точно так же, как и люди. Шикарная погода, свежий воздух, огромное количество собак. Наш корреспондент Анастасия Гриневецкая пообщалась с собаками, с их хозяевами и выяснила, чем же им так нравятся эти мероприятия. Я представляю вашему вниманию свой любимый сюжет. Гонки на собачьих упряжках – это относительно новая традиция для нашего города. Но, тем не менее, это событие посетило огромное количество гостей и участников. И сейчас мы будем с ними знакомиться. Принять участие – это вообще мечта моей уже сколько лет, с 2007-го, когда первый раз появился у меня маламут. У меня якутская лайка, его зовут Лютый, ему 4 года. Он очень ласковый, любит целоваться и такой дурь-машина, скажем так. Очень любит бегать. Наша собака, полная кличка по паспорту Дюрин Кюрях, но короткое название мы называем ее Дири. Популярность среди этой породы растет, они ласковые, очень любят детей. У меня 2 собаки хаски, добрые, и они гиперактивные. Участников 16 и 40 собак. Дисциплины представлены кани-кросс, скейджоринг, заезд на упряжке из 2 собак 600 метров и заезд на упряжках из 4 собак 1,5 километра. Какие породы именно считаются ездовыми? Северные ездовые породы, самые основные, это, конечно, якутская лайка, колымская собака, самоедская собака, аляскинский маламут, сибирский хаски. Это самые такие основные. Вообще, первая гонка с нашими сибирскими хасками прошла в 1909 году на Аляске. По статистике, эта порода занимала первые места. Ну а на этой гонке принимали участие не только хаски. Ну, такой красивый! Мы сегодня участвуем в первый раз. Это немецкая овчарка. У меня ее зовут Ассоль. Ей уже 7 лет. Еще у меня бернский зенинхунд. Его зовут Тоторо. И у него сегодня дебют. Участвовать может любая собака, начиная от той терьера, заканчивая кавказской овчаркой и дворняжкой, без разницы. Главное, чтобы было у хозяина желание. Китайская хохлатая порода. Она у нас еще маленькая, ей только годик. Очень ласковая. Собаку заводили вообще для ребенка. Вот они с ним целыми днями гуляют, бегают, прыгают. Еще у них есть такая особенность. Они очень любят ходить на задних лапах. То есть мы выходим во двор, а она на задних лапах, как королева двора, ходит, гуляет. Немецкая овчарка – это универсальная порода. Они могут и в ездовом спорте, и в защитно-караульной службе, и дрессировка по послушанию. Бернский зенинхунд – это собака-космос, я бы сказала. Сильный медведь с нежным сердцем. Самое главное, чтобы собака бежала вперед. Команда хоп-хоп, вперед, вперед, вперед. Больше, в принципе, ничего от собаки не требуется. Ну, у нас была великолепная четверка, называлась. Мы даже сделали логотип. Последние подготовительные дни, показали, что 4 собаками управлять очень сложно, если ты являешься любителем. 2 собаки более-менее. Расскажите про вашу экипировку. Для спиджоринга и кани-кросса нужен ремень. К нему прицепляется потяг и, естественно, собаке шлейка. Ну, в идеале еще, конечно, бы нарты иметь. Нарты эти наши мастера местные изготовили. Для лета у нас есть специальные, такие же, как нарты, только на колесах. Как вы думаете, чем полезно это мероприятие? Не то, что полезно, это даже весело. Это необычный спорт. Новый вид спорта. Не знаю, спорт всегда хорошо, и для собаки хорошо, и для людей хорошо. Популяризация любви к братьям нашим меньшим. Здоровый образ жизни. Ну и заметьте, это же собачья тусовка. Сколько энергии собаки сегодня получили. Это мероприятие, наверное, скорее всего, больше для собак. Скажите, за что вы любите именно эту породу собак? Ой, ну как ее не любить? Они такие красивые, такие няшные. Ну, якутские лайки – это довольно интересная порода. Помимо ездового спорта, с ними можно еще и заниматься охотой. Вообще собаки я люблю всех.
Но и когда ты собаке уделяешь много времени, независимо от породы, все равно ты ее любишь. И скучает по тебе, встречает. Она не скрывает ту любовь, которую проявляет. И все зависит от тех взаимоотношений, которые выстроены между хозяином и собакой. Она делает человека добрее, в первую очередь, и учит заботиться о других. А выезжая на отдых, не забывайте про братьев своих меньших, ведь им тоже нужно живое общение и активный отдых. Движемся дальше, друзья. Микробиология – это наука, предметом которой является изучение микроскопических существ, которые называются микробы. Для того, чтобы узнать, что же такое современная микробиология, мы отправились в лабораторию при медицинском институте. Мы пообщались с экспертами-микробиологами, мы узнали, чем же живет лаборатория, какие проводятся исследования и как же нужно учиться для того, чтобы стать микробиологом. Микробиология как наука, она изучает все микроорганизмы. То есть мы изучаем и нормальную микрофлору человека, и возбудителей. О том, что есть какие-то заболевания, которые передаются от человека к человеку, предполагал еще Гиппократ. А увидели возбудители именно исследователи, которые изучали с помощью микроскопа. Только в начале 21 века начали внедряться очень широко различные аппаратные методы, микробиологические анализаторы, автоматический посев, потому что стало очень много исследований. Обычный день в лаборатории начинается, можно сказать, разнопланово, потому что все занимаются своими делами. В течение дня принимается материал, да, лаборанты его регистрируют, производят посевы, врачи занимаются изучением выросших колоний микроорганизмов, проводят идентификацию, учитывают чувствительность к антибиотикам и потом очень много выписывают результатов. Обучаясь в медицинском институте, допустим, человек иногда приходит к выводу, что он не совсем готов работать, допустим, с пациентами, заниматься какой-то рутинной работой. В этом плане можно как раз подумать о том, что можно стать специалистом в области лабораторной диагностики. Это очень обширная область, это и клиническая лабораторная диагностика, и иммунология, и микробиология. То есть здесь себя можно найти, и научной работой можно заняться. Микроорганизмов в человеке больше, чем его собственных клеток. Количество генов тоже намного превышает количество генов самого человека. Поэтому в любом случае с микрофлорой своей надо дружить. Но если вот не наносить ей каких-то грубых воздействий в виде нерационального применения антибиотиков, нерационального питания, опять же, нездорового образа жизни, вот эта микрофлора, она будет в гармонии с человеком находиться, если простыми словами говорить. Новые и возвращающиеся инфекционные заболевания – это острая проблема в медицине. Мы должны знать, как с этим бороться, чтобы доносить для людей, проводить меры профилактики, в общем говоря, спасать, изучать. А у нас в каждом подразделении университета неделя студенческой науки, и Артемий Евгеньевич Гончаров прочитал нам 2 замечательные лекции по внутрибольничным инфекциям, по биотерроризму. Я бы сказал, что медицина всегда была и всегда останется призванием. Это как военная служба, как служба в церкви или еще какие-то способы реализации того, что заложено в человеке, в его душе, в его внутренних качествах. Поэтому, безусловно, мы не можем подходить к медицинской профессии как способу построения карьеры или зарабатывания денег. Это скорее призвание. Безусловно, надо идти в медицину, если вы чувствуете, что не пойти в медицину вы не можете. А так как в Якутске уже вовсю наступила весна, это отличное время для творчества. А наш последний сюжет посвящен
Фотографии. Сейчас практически каждый может заниматься фотографией более или менее профессионально, поскольку техника стала общедоступной. Это прекрасно, когда с помощью фотографии человек может выразить свои чувства и эмоции. Первый раз, честно говоря, присутствую на фотовыставке такого формата, фотосушка. Для Якутска фотоярмарка – это впервые. Не просто показать, а еще и возможность продать, о себе заявить. Крутое, классное мероприятие. Я практически, наверное, не знала, что здесь будет, какие фотографии здесь будут, как вообще мероприятие будет проходить. И вот сегодня, танцуя здесь, я вот это вдохновение, которое получила от просмотра фотографий, и станцевала людям. Не нужно думать, как их оформить дальше, можно просто принести фотографии, распечатать и повесить. Можно размещать фотографии, в которых там, в 3-4 фотографиях происходит какой-то сюжет, потому что фотографии висят одна за другой. Или просто подбирать какие-то сеты тематические. Профессиональных фотографов здесь предоставлено очень мало. Это больше люди, которые просто шли по городу или где-то ехали, и у них с ним был фотоаппарат, они сфотографировали то, что увидели, и подумали, что это красиво. Я люблю живые фотографии. Знаешь, не фотографии, которые так, встань вот здесь, так, у нас свет. Я люблю случайные кадры. То есть абсолютно, они живые. Где человек такой, знаешь, если он будет вот такой на фотке, мне это будет более кайфово, чем он будет, знаешь. Это неинтересно. У меня очень много таких фотографий моих друзей, родителей, знакомых, всех, короче, которые прямо на фотках. Я их не удаляю, потому что это эмоция, это момент. Тот момент, когда они настоящие, они дураки. Я люблю дураков. Вот. Я сам дурак. У меня есть фотография бутылки Кока-Колы, которая наполнена молоком, крыла самолета, фотографии леса, водителя, который пьет воду. Я решил смешать две темы – урбан и природу. Понравились фотографии с Ленских столбов. Ну, это наше достояние. Я так вдохновилась, хочется летом тоже съездить и тоже попробовать что-нибудь такое запечатлеть. Вот эти выставки – это повод познакомиться с работами и с другими фотографами, наладить общение, обмен опытом. А наша передача, к сожалению, подходит к концу. Ставьте лайки на Ютубе, подписывайтесь на нас ВКонтакте и что-то еще третье у нас было. Заходите на наш аккаунт в Инстаграме prop.tv. В общем-то и все. Всем пока-пока. Всем пока. Весеннего всем настроения. И не спешите раздеваться, на улице еще холодно, заболеете. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.